А тем временем кампания по ремонту дорог в столице Коми в самом разгаре. На некоторых улицах так называемый ямочный ремонт, а где-то под реконструкцию попали целые километры полотна. В таких местах водителей ждет порой неприятный сюрприз – битум. Что делать, если ваш автомобиль заляпала нефтяная смола, расскажет Дарья Вологжанина. Качество дорог волнует многих, кто ежедневно садится за руль. Сыктывкарские водители давно ожидали ремонта одной из самых загруженных улиц столицы – Сысольского шоссе. Дождались. Но столкнулись с новой проблемой – битумными пятнами на кузове авто, очистка которых бьет по карману автовладельцев. Есть целый комплекс требований к производству асфальта. Использование битума при его укладке – один из важнейших пунктов при строительстве качественных дорог. Это основной связующий элемент при укладке полотна. Наибольшую опасность представляют новые и только отремонтированные участки дорог, как здесь, на Сысольском шоссе. Особенно в дождь, когда битум разлетается с каплями воды, и в жару, когда он плавится. При большой скорости движения автомобиля битумное полотно заметить фактически нереально. Поэтому для привлечения внимания водителей установлены временные дорожные знаки, которые, к слову, водители многие не берут во внимание. Некоторые автовладельцы предпочитают отмывать свои транспортные средства в домашних условиях с помощью бензина и уайт-спирита. Стоит отметить, что такой способ опасен не только для автомобиля, но и для здоровья человека. А вот записаться на мойку в сезон ремонта дорог непросто. После асфальтирования большого участка на Сысольском шоссе очередь на автомойку образовалась на неделю вперед. Конечно, лучше обратиться на мойку, потому что люди, когда чистят сами, они делают немножко это неправильно. Ну, особенно если машина дорогостоящая, то лучше это делать в условиях и в наших, так сказать, моечных, и чтобы это делали профессионалы. Потому что чистка битума, во-первых, занимает процедуру, это надо в первую очередь помыть машину с химией, потом специальным средством чистить, естественно, чтобы это было без попадания прямых солнечных лучей, чтобы не было сквозняка, чтобы это все не высыхало, потому что портится кузов, лакокрасочное покрытие, потому что очень много были такие случаи, когда говоришь цену, вроде как дорого, но покраска автомобиля потом встает еще дороже. Отмыть машину от черных пятен обойдется в 3-5 тысяч рублей. Но при этом есть юридические нюансы, которые помогут водителям сэкономить. В случае проезда транспортного средства по проезжей части, на которой разлит битум, вне зависимости от того, есть дорожные знаки либо нет, остановить после проезда данного участка, остановиться, осмотреть кузов транспортного средства на предмет наличия наслоений черного цвета, потому что битум это является темным нефтепродуктом, который удерживается на кузове транспортного средства. Если обнаружено наслоение, остановить автомобиль, зафиксировать на камеру мобильного телефона характер наслоений, локализацию, то есть степень загрязнений, произвести фотофиксацию участка дороги, по которому проехали. Дальше желательно пару свидетелей найти, номер телефона у них тоже попросить. И позвонить в дежурную часть ГИБДД, либо через 112 вызвать экипаж ГИБДД для фиксации события. С доказательствами повреждений водитель может обратиться в независимую экспертизу для определения стоимости ущерба, либо сохранить чек-квитанцию с автомойки, найти ответственную организацию, которая занималась ремонтом дорог, и написать претензию. Если будет отказ, можно обратиться в суд с гражданским иском. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.